Регионы начнут использовать новый механизм начисления пенсий сверх прожиточного минимума. Писать заявление или собирать справки гражданам не придется. В Южной Якутии прошел концерт рок-симфонического оркестра «Резонанс». Плетеные корзинки и хлебницы, вязаные шали, украшения из бисера и не только. Алданский клуб мастериц открыл свою первую выставку. Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Новый механизм начисления пенсий регионы начнут использовать в мае. Речь идет о начислении пенсий сверх прожиточного минимума. Чтобы довести их до нужного уровня, устанавливаются доплаты из регионального и федерального бюджета. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, перерасчет коснется пенсии, начисленных с 1 января этого года. Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с начала года проиндексирована на 7%. Писать заявление или собирать справки гражданам не потребуется. Перерасчет произведут автоматически. Якутия изучает возможность предоставления поддержки малоимущим семьям в приобретении приемного оборудования для просмотра цифровых телеканалов. Об этом сообщили в ходе заседания Совета по местному самоуправлению при главе Якутии. С 3 июня республика перейдет на цифровое вещание. Главам регионов рекомендовали продолжить работу по мониторингу начисления и потребностей приемного оборудования для просмотра цифровых телеканалов. Также обсудили роль районов республики в формировании благоприятного инвестиционного климата. Главам рекомендовали внедрить практику 7 шагов по развитию экономики муниципальных образований. Данная практика реализуется с применением механизма проектного управления. Суть проекта заключается в создании, разработке и внедрении комплексной программы, включающих 7 последовательных этапов, реализация которых направлена на экономическое развитие муниципальных образований. Вот буквально как раз в пятницу только с аппаратом администрации по этому вопросу собирается, о том, что все-таки работу работников администрации муниципального района и администрации муниципального образования, чтобы она были более мотивированы конкретным результатом, и прямо это система оценки, чтобы это было привязано к проектной деятельности. То есть получается, ну тут у нас немного, мы как раз сейчас, наверное, собираемся выйти на Министерство экономики Республики Саха-Якутия с таким предложением, чтобы наш район в качестве пилотного выбрали для внедрения схемы аналогичной Тюменской области. С 25 марта по 5 апреля этого года пройдет заочный этап республиканского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Конкурс проводится в рамках 25-летия образования Ил-Тумен. В нем сможет принять участие молодежь от 14 до 30 лет. Отправлять свои работы необходимо на почту молодежного парламента molparlament14@mail.ru. Очный этап конкурса пройдет в здании Ил-Тумен 12 апреля 2019 года после выявления финалистов экспертной комиссией. Лучшие работы будут поощрены благодарственными письмами и памятными призами, а также Государственное собрание вправе направить работы финалистов в заочный этап всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». С положением конкурса можно ознакомиться на сайте www.iltumen.ru. Жители республики до конца следующего месяца смогут бесплатно пройти флюорографию в республиканской фтизиатрии. В Якутии в последние годы стабилизируется ситуация по заболеваемости туберкулезом. Показатели снижаются благодаря активной профилактической работе. Ситуация по заболеваемости туберкулезом у нас, в общем-то, ежегодно снижается. В этом году у нас тоже наблюдается снижение примерно на 6,5%. И если сравнить в целом по Дальневосточному федеральному округу, то у нас заболеваемость ниже примерно в 1,6 раза. Также у нас в этом году значительно снизилась заболеваемость детей на 13 с лишним %. И этот показатель также 1,5 раза ниже, чем в целом по округу. В минувшие выходные 10-летний мальчик получил ушибы обеих ног, когда шел с друзьями по улице Чулюскина. По предварительным данным, школьник подскользнулся и упал, ударившись о заднее правое кресло прицепа автомобиля КАМАЗ. По словам водителя, дети пытались зацепиться за прицеп транспортного средства. На данный момент ребенок находится дома, ему назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя ведется административное расследование.
500 волонтеров помогут жителям Якутии перейти на цифровое телевидение. Как сообщает пресс-служба Мининноваций, специалисты филиала РТСР в ближайшее время обучат волонтеров подключению к цифровому телевидению. Добровольцем может стать любой желающий старше 18 лет. А для тех волонтеров, которые проживают в отдаленных населенных пунктах и где нет специалистов РТСР, будут организованы онлайн-вебинары. Флаг телеканала «Якутия-24» на высоте 1300 метров над уровнем моря. Журналисты Якутии совершили восхождение на одну из самых высоких точек Кобяйского района «Пик чекистов». Экспедиция была посвящена 75-летию районной газеты «Дабан». Гора находится в 10 километрах от поселка Сигян-Кёль и с каждым годом приобретает все большую популярность среди туристов-экстремалов. Чтобы добраться на самый верх, группа журналистов преодолела больше 6 километров подъемов и спусков по 5 горным вершинам. Особенность маршрута, который присваивает третью категорию сложности, состоит в разнообразии ландшафта. Подъемы по горной местности, вот то, что 5 бугорков, да, очень интересно для людей. Здесь и подъемы, и спуски. Тут человек как бы осознает то, что он может даже вот достичь каких-то вот поставленных целей. Например, люди уже и говорили, что думали, что не поднимутся, а вот сплотившись, помогая друг другу, люди как бы, да. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. В целом по республике насчитываются более 7000 работников культуры. С какими проблемами они сталкиваются, выясняла Ольга Башук. Диана Никонова – будущий работник культуры. В этом году она заканчивает Якутский колледж культуры и искусств по специальности хореографическое творчество. О своей профессии мечтала с самого детства, танцевала с 4 лет и вот теперь станет дипломированным специалистом. Диана заранее позаботилась о своем будущем трудоустройстве. В январе девушка проходила преддипломную практику в Тампонском районе. Уже тогда она решила уехать из столицы именно туда. В этом году заканчиваю колледж культуры и еду работать в Тампонский район, поселок Джабалики-Хая. Предварительный запрос уже имеется. Мы ждем распределения в начале апреля, которое будет в колледже. И если его подтвердят, то уже с осени я поеду работать в Тампонский район, в Центр культуры и досуга в качестве руководителя клубного формирования. Каждый год колледж выпускает 60 студентов очной формы обучения и 40 заочников. Но тем не менее проблема нехватки кадров в сельских учреждениях культуры существует. Немногие выпускники готовы ехать в село и работать по специальности. Основная миссия нашего образовательного учреждения – это подготовка кадров именно для сельской местности. И на сегодняшний день на очное обучение обучаются 273 студента и заочно где-то в порядке 140 студентов. Учреждений культуры по республике насчитывается более 1000. В каждом населенном пункте есть дома культуры, обязательно есть и библиотека. Поэтому и общая кадровая потребность очень большая и всегда актуальна. Ольга Башук, Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. В Южной Якутии в очередной раз прошел концерт рок-симфонического оркестра «Резонанс». Музыканты группы гастролируют по всему миру и за свою историю дали более 700 концертов. Репертуар «Резонанс» не просто рок-музыка, это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества. На их концертах никогда не включают сценический свет. Силуэты музыкантов и их инструментов можно лишь угадывать благодаря отсвету тусклых ламп. Сами музыканты признаются, что свет им не нужен. Все самые сложные партии они могут играть даже с закрытыми глазами. Но за 6 лет ничего не поменялось. Мы живем в вакууме и ни при каких обстоятельствах не любим ничего менять. Все как было, так и есть. Алданский клуб «Мастериц» открыл свою первую выставку. В мир эстетики и мастерства погрузились наш корреспондент Татьяна Вахнина. Плетеные корзины и хлебницы, вязаные шали, украшения из бисера, эксклюзивные предметы интерьера, мыло ручной работы. Чего только нет на выставке ярмарки. Покупку по душе находят и стар, и млад. Гости ярмарки выбирают приглянувшийся шедевр не только по критериям функциональности и полезности. В первую очередь алданцы оценивают творение с точки зрения эстетики и мастерства. Когда окунаешься в такую атмосферу, то просыпаются новые эмоции, новые чувства, и приятно за те работы, которые люди сделали своими трудами, за их энтузиазм, за их воображение, как они это делают, и то качество,
с каким это сделано. И, в принципе, то, что видишь, оно тебя заряжает. На выставке ярмарки авторские шедевры представили мастера и умелицы со всего Алданского района. Наиболее массовое великолепие у членов клуба городских мастериц. Среди гостей, поклонников и ценителей их творчества было немало. Приходят посмотреть, что новенького кто-то придумал, у кого-то что-то купить, у кого-то похвалить, с кем-то поделиться, у кого-то себе на заметочку, в кубышечку взять рисуночек, там, изделие какое-то. Поэтому обмен опытом, он всегда приветствуется. Получив приглашение к участию в ярмарке, мастерицы с энтузиазмом окунулись в подготовительные хлопоты, взяв на себя часть организационных задач. К их решению мастерицы подошли творчески. Хозяюшки в русских народных костюмах подчивали гостей чаем и домашними пирогами. Чтобы все, не только изделия были красивые, но и мастерицы сами были красивые. Поэтому мы стараемся поддерживать это, как традиции наши. Участие в городской выставке ярмарки стало вторым выходом в люди для клуба алданских мастериц. Первый состоялся на праздновании Дня народного мастера. В этот раз рукодельницы подбирали экспонаты для выставки таким образом, чтобы шедевры как можно более полно отражали многогранность творчества и степень мастерства членов клуба. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К этому часу у меня вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.